Ну что, ребята, всем привет! Немножко хочу рассказать про свой Lexus, который недавно приобрел. Снять немножечко обзора, по техничке рассказать, что это за тачка такая вообще, ну и почему я его купил. Купил я его, потому что это была у меня уже мечта. Так, мечта эта, она у меня уже где-то в голове 5 лет сидит, потому что как только они появились, у нас начали их завозить потихонечку, где-то их может и раньше начали, но в Якутске они появляться начали как бы лет 5, ну и так вот по интернету их смотрел, по дрому, все больше как бы. Именно 350 400 их много, вот, и простых бензинок таких же тоже много. Их есть версии с бензиновыми двигателями, есть гибридные версии. Вот это конкретно гибрид, у него здесь гибридная силовая установка. Так же, как в Приусе, в принципе, ну, как в Харриере, то же самое. Двигатель 2GR FXE стоит здесь, 6-цилиндровая, рядная, то есть 6-цилиндровый V-образный двигатель. Вот, но, в общем, какие болячки у этого двигателя? Говорят, у него идет перегрев 5-го цилиндра. Также этот движок очень сильно не любит когда грязные воздушные фильтры или некачественные фильтры, у него очень сильно 5-й цилиндр изнашивается, вот, и как бы приходит в негодность. Задиры бывают еще, ну, много как бы чего. Двигателя эти, они очень нежные. Также у них бывает, что от некачественного масла проворачивают вкладыши, тоже такое я слышал. Один известный блогер, по-моему, Сфера Кар, что ли, у него был тоже Lexus, положил в принципе движок из-за того, что ему залили какое-то не то масло, некачественное масло в свое время. Вот, по-моему, там тоже был 2GR двигатель у него. Вот, тоже очень смотрел, интересно было. Ну и в принципе как бы по остальному этот двигатель надежный, и если его нормально обслуживать, масло менять в 5000 километров, хорошее качественное масло заливать. Я сюда буду заливать Моли Грин премку, вот, ПАО масло, чтобы как раз оно очень хорошо будет для таких вот высокообъемных двигателей. Ну и в принципе это масло более для премиального сегмента автомобилей пойдет. Вот. В принципе, что еще здесь? Сейчас я хочу сделать ему промывку масляной системы. Почему? Потому что хозяин-то его нормально-то и не обслуживал. Открываем двигатель. В двигателе очень много лаковых отложений. В принципе, на крышке я могу посмотреть, вот есть лаковые отложения, очень даже немало. Двигатель тоже грязненький. Очень много грязи. Сейчас мы всю эту грязь будем отмывать. Фазовращатели черные. Ну, это все от перекатки масла и от некачественного масла. Поэтому сейчас буду применять свою химию, заливать, отмывать. Может, если мало будет, еще буду промывку делать. То есть здесь, может быть, я одним циклом не обойдусь. Посмотрим. В целом тачка очень хорошо себя показала, когда я с Владивостока до Якутска долетел. В принципе, тянет, едет, масло не жрет, все хорошо, как бы все нормально у него. Машина 18-го года. Вот, ну, в принципе, тачка мне понравилась. Как она едет, динамика у него хорошая. Двигатель все-таки у него 200, по-моему, 46 лошадиных сил, и плюс еще у него задний электромотор и передний электромотор. Ну, в общей сложности насчитали-то, в принципе-то, 300 с копейкой кобыл. 380 или даже больше кобыл. Ну, это если в сумме брать. Что еще? Это у нас комплектация F-Sport. У него есть панорамная крыша. Вот. Полностью панорамная крыша. Что еще у нас? Красный салон, все подогревы. В принципе, на нем есть все, что хочешь вообще. Вентиляция сидений, музыка очень хорошая, качественная. Вот такой-то салон. Ну,
когда мы его покупали, вы, наверное, уже все видели, подписчики кто. Вот. Стоит у него выхлоп очень интересный, японский. Это у нас, по-моему, называется Z5 Z Speed, что ли, что-то типа такого. Выхлоп сдвоенный. 4 ВД, как я сказал, задний электромотор присутствует, как на Харриере, все в принципе. Батарейка у него уже идет не как в приусах, не 6-баночные элементы, а уже где-то там, по-моему, то ли 12, то ли 8-баночные элементы, точно не подскажу, еще не разбирал. Хочу разобрать, посмотреть тоже, что там состояние какое у него. Это чуть-чуть будет попозже. Также у него система КДСС присутствует. Ну, даже не знаю, по-моему, КДСС называется, потому что у него стоят электромоторчик передний и задний. Я, может быть, сейчас на подъемнике эту систему покажу. Она, задача ее не стягивать короче, делать жестче подвеску за счет тяги. Она натягивает там торсиончик какой-то, и у него жесткость подвески меняется. Есть спорт режим, есть нормал режим, есть эко режим, есть обычный режим. Кстати, на спорт, еще у него спорт плюс есть режим. На спорт плюсе он вообще конкретный дурак становится. На педаль хорошо откликается сразу. Ну и как бы едет хорошо, повороты попадает хорошо. Заметил, что жестче руль становится натянутый такой. Подвеска чуть-чуть сбитая становится у него. Ну и вот это вот у него все есть. В этом и заключается егошняя комплектация в спорт. Как-то так. Ну и что, приступим к егошнему обслуживанию. Купил сегодня войлок. Буду все закрывать. К зиме готовить машину. Решетку тоже надо будет здесь позакрывать. Ну, я буду красиво делать. Не буду вот эти намордники лепить и все такое, которые трут краску. Я сделаю все по внутрянке. Вот эту крышку сниму. Там закрою аккуратно брезентом. И назад все соберу. Сделаю все красиво. Так вот. Что еще можно рассказать? Ну, все, в принципе, по машине. Как говорится, мечта сбылась. Это маленько получше, чем Харриер, конечно, он подинамичнее Харька, но Харриер я тоже очень сильно люблю. Эта тачка очень, как бы, такая. Практически все то же самое, только мотор у него 2.5, а здесь 3.5 мотор. Здесь мощнее мотор намного. Ну и колеса у него уже идут 20-е. Это уже по умолчанию с завода шли. В принципе, электробагажник у него стоит. Багажник, кстати, очень вместительный. По внутрянке, если брать. Но я на него еще буду делать обзор. По внутрянке, скорее всего, отдельно. Вот, купил ему кумки сразу во Владивостоке. Эти коврики. Вот, что мне из прикольного нравится, что в Харриере нету. Это вот эти вот штуки, которые откидывают сиденья сами. И довольно-таки у него большой вместительный багажник идет. Также у Харька нету того, что вот это вот отдельно, серединная, она отдельно падает. То есть можно что-нибудь длинномерное возить. Вот. Как бы так. Ну, багажник огромный. Спать очень удобно, потому что салон очень большой. Просторный. Тут целая квартира, можно сказать. Вот. Ну, такая вот красная кожа. Очень хороший звук. Шторки есть у него вот здесь вот. Уже родные. Можно шторками пользоваться. Панорамная крыша мне вообще понравилась. Она у него и люк отдельно отодвигается. То есть вверх. И полностью крыша складывается. Ну, то есть вообще классно. Кайф прям. Ну, вот такая вот интересная машина. Ну что, приступим к обслуживанию. Еще зальем нашу SL-ку премиум движок и поставим сейчас двигатель на обороты, пускай промывает машину. Двигатель изнутри надо все хорошенечко помыть. Вот. После этого посмотрим, какой будет результат. Ну все, автомобиль поставил.
на обороты. Сейчас это все дело будет отмываться. И посмотрим, какое масло. Масло, кстати, не в очень плохом состоянии. Оно всего прошло 2500 километров с Хабаровска. Кто смотрел видеоролик, меняли у Сереги Хандари. Масло он мне залил премку Молигрин. Мы пробежали где-то примерно от Хабары 2500, ну там по 3000 километров всего. Вот. И масло, в принципе, в очень хорошем состоянии, когда я сюда в Якутск приехал. Но после SL-ки, когда сейчас весь этот нагар с мотора смоется, я думаю, картина будет там, масло будет очень черное, как будто оно пробежало все десятку. Вот так вот это будет выглядеть. Моторчик мы сейчас этот приведем в порядок, потому что вот после вот хозяев таких, ну или сервисменов, которые нормально машины свои не... Ну, то есть клиентские тачки нормально не могут обслужить, не могут подсказать, что надо иногда сделать промывку. Мы всегда говорим своим клиентам, надо сделать промывку, не надо сделать промывку. Мы эту услугу не навязываем, но если мотор вижу, что черный, всегда подскажем, что надо помыть. А дальше уже дело ваше хозяйское. Надо ли вам, ну, то есть вы сами выбираете, мыть вам мотор или не мыть. Услуга у нас стоит 3000 рублей. Моем мы не просто так. Моем мы со специальной химией, промывочное масло берем. Либо, если масло в хорошем состоянии ваше, то мы, в принципе, более-менее в нормальное масло, которое мало отходило, заливаем химозу и моем на этом масле. Вот, как я сейчас делаю. Я не стал заливать сюда промывочное масло. Ну, это лишнее движение, в принципе. И я помою его на своем масле, потому что оно еще более-менее в хорошем состоянии. Вот. Дальше, в принципе, дело хозяйское. Надо вам, не надо мыть, но в основном многие отказываются. Конечно, дорого выходит тогда замена масла, но, извините, двигатель купить тоже. От ГР, он очень дорогой двигатель, я не хочу его покупать, поэтому я сделаю, сейчас его приведу в хорошее состояние. Он у меня будет как пришел с Японии. Вот. А дальше я просто буду его нормально поддерживать. Вот и все. Да, выхлоп, конечно, тут конкретное зло. Трубы мне вообще нравятся. Вот фаркопчик, кстати, есть. Уже есть чем таскать лодочку, в принципе. Так, у кого такой автомобиль, сразу говорю, масляный фильтр у вас 118. Вот если FQ, я FQ буду ставить. Хорошие фильтра, в принципе. По воздушному фильтру вот такой вот воздушник. Это Масумовский взял, потому что другого не нашел в Якутске. В принципе, у меня таких пока нету. Буду возить. Кстати, на него надо будет закупить фильтров. Также вот такой фильтр, это у нас салонный фильтр, тоже будем менять его. В принципе, все. Масло, как я сказал, буду Молигрин лить.
Ребята, откручиваем пробку и смотрим, какое масло у нас будет сейчас. Красивое. О, уже вижу, что черное. Как шляпы намыло. Два с половиной тысячи масла всего. Вот после промывки вот такое черное. Еще надо мыть, по идее. Этот двигатель буду мыть еще, наверное, скорее всего, вымывать. Так, масло на этих автомобилях меняется очень легко. Здесь сливается, пробка откручивается, вот такая обычная. Ну и в принципе все, фильтр. Фильтр у нас здесь находится вот в такой вот колбе. Крышка пластиковая. Что могу про эту пластиковую крышку сказать японцам? Не знаю, зачем они так сделали, но в принципе нахер бы не нужна была эта пластиковая крышка. Некоторые ее даже бывает ломают, она бывает прикручивается так, что ее не открутишь ни одним съемником. Ну, бывает такое. Вот. А по-хорошему мы ее всегда силиконим. То есть вот эти вот эти резиновые уплотнители менять надо обязательно. В комплекте вот такая резиночка идет. Маленькая резиночка. Все думают, зачем маленькая резиночка в комплекте идет. Вот сейчас я вот посмотрю в FQ-шном фильтре. По-любому есть две резиночки. И некоторые думают, а что это? Вот это вот для чего нужно? Ее же надо типа ставить, а ее не надо ставить. Это вообще по сути сливная пробка, которая идет в комплекте. Сейчас объясню, для чего она нужна. Идет две комплектных резиночки, да, но как правило, ну, японцы, они такие очень педантичные люди. И мы сделаем русские все проще, на самом деле, при замене фильтра. Вот, допустим, стакан этот прикрученный будет. Я сейчас покажу, для чего нужна. Многие не понимают. В общем, вот можно открыть как вот эту часть, а можно открыть вот эту часть и слить сначала с нее масло. Но вот, когда снимем вот эту вот металлическую, получается, крышку открутим, обычным здесь вот таким вот четырехгранником откручивается, там есть уже маленькая вот такая вот резиночка. Эту резиночку уплотнительную надо менять. Я никогда не откручиваю эту пробку вообще по умолчанию. Я просто откручиваю сразу стакан. Всегда. Это где-то проще. Ну, надо просто перчатки одевать резиновые, чтобы не обжечься. Потому что все масло, которое пойдет отсюда, оно сразу хлынет в ванну. Вот. А они сделали для того, чтобы типа сначала его выкрути, масло слей, а потом уже стакан этот откручивай и меняй фильтр. В общем, нам это не надо. Я делаю все проще. Потом, многие допускают очень большую ошибку. Вот эту вот металлическую деталь убирают и не ставят, либо забывают. Зачем ее разбирают, вообще не понимаю. Вот. Таким образом ложат двигателя. Почему? Потому что эта штука, она держит форму фильтра. Вот. Этот фильтр одеваем, и она держит егошний фильтр. Ну, форму егошнюю держит, по сути. Вот так вот мы его одели. Все. Вот. И она уже, когда сжимается, фильтр там под воздействием, он сжимается, и эта металлическая штучка, она не дает это сделать. Вот, сжать. А в противном случае, если убрать эту металлическую деталь, она просто фильтр сожмет, и у него не будет потока масла. Поэтому эту штуку надо обязательно ставить. Резиновое уплотнитель тоже надо всегда менять. Вот. Вроде бы простое такое дело, поменять масло, но можно запороть двигатель. Как-то так. Ну а для чего нужна вот эта вот обычно пластиковая деталь, которая идет в комплекте с фильтрами? В коробочке она идет. Она нужна для того, чтобы, когда вы открутите эту крышку, можно туда поставить. Она в аккурат туда заходит вот так, и типа как сливная штучка. То есть сливать удобно очень. Раз, ее отдел, и все. И она сливается уже по потоку масла. В общем, тоже нафиг ненужная штука, которая, в принципе, мы никогда не откручиваем вот эту вот крышку. Вообще не трогаю никогда.
Вот. Стакан этот, его надо очень аккуратно откручивать, не сломать. Его очень легко сломать. Это пластик, который с годами просто рассыхается. Если он новый, еще ладно, одно дело. А когда он старый уже, он просто легко трескается. Поэтому вот эта штука, ее просто так не купишь. Ни в одном магазине ее не продают, только на разборках вместе с двигателями продают. Ну или если повезет, то можно купить ее отдельно, конечно, но очень мало их продают, как бы. Ну, то есть, когда такое происходит, это на самом деле попадало и для сервисменов, потому что в Якутске такую деталь просто вообще трудно тоже найти. Вот, как-то так. Поэтому в запасе такую пробку всегда надо иметь, по сути. Бывает всяко. Она может упасть, расколоться. Вот просто хоп, об бетонку упала, раскололась, трещина, и все, она потечет. Давление там есть, как говорится, поэтому очень аккуратно надо к этому относиться, ко всему. Все, что хотел сказать по замене масла в двигателе на Toyota Гибрид. Ну, а теперь доберемся на планетарной передаче. Вот она, коробка передач. Сейчас покажу. Здесь у нас две пробки. Одна сливная, одна заливная. Заливная вон стоит довольно-таки неудобно. Здесь какой-то уебок уже, короче, пробку залезал конкретно. Херовый сермисмеевный, короче. Пытались головку какую-то другую засунуть. Вот. Я эту пробку буду менять с нижней, потому что мне неудобно ее откручивать. И мне что-то надо с ней сделать, чтобы она уже откручивалась, короче. Ну, шестигранник стертый совсем. Поэтому эту пробку желательно бы новую поставить. Новую, кстати, у меня где-то есть новая. Надо открутить с планетарки какой-нибудь, да прикрутить. Ну и все, в принципе. Поменяю эту пробку. Ну что, сливаем масло в планетарной передаче. Оно черное, очень сильно. Видать, его не меняли особо. Давно уже. Вот оно бордового такого темного цвета. Хотя должно быть нормального. Вон. Видно, что оно беганое. Сейчас буду заливать свеженькое. Вот нашел одну пробочку новенькую. Вот так вот, короче. Буду новую ставить. Из-за чего ее срывает, я вам объясню, почему так происходит. Тут обычно бывает либо слизанные вот эти вот штуки, либо просто тут грязью забивается, а некоторым персонажам лень ее почистить, эту пробку. Из-за этого вот такое вот происходит. Вот. То есть очень часто шестигранник до конца не доходит из-за того, что там внутри грязь. Ну, допустим, она чуть-чуть совсем дошла, хочешь свернуть, в итоге грань. Да еще и делают это гайковертами, поэтому грани сетовают, слизывают. Грань должна четко входить. Она должна четко туда глубоко входить. Вот так вот. И ни в коем случае гулять не должна. Тогда она сорвет эту пробку на раз-два. Но обычно у нас так не происходит. Обычно какой-нибудь там шестигранник меньше диаметром ставят, еще что-нибудь. Таким образом ломают эти, ну, портят эти крышки. А она еще в таком месте, что ее трудно так-то открутить, когда у нее грань хорошая. А когда она слизана, ее невозможно открутить. Я один лайфхак знаю, как ее открутить, поэтому как бы так. Масло в RX во все Toyota заливается, гибридные планетарные передачи, в редуктора. Идет Toyota VS, вот такой флюид. Это масло идет конкретно в трансмиссионку. То есть сейчас мы будем его заливать вот в такой нагнетатель и до полного, пока не польется через верх. То есть будем заливать вот в эту вот верхнюю крышку, пока не польется через верх. То есть когда будет верхний предел, значит редуктор полный. Ну, это у нас коробка, по сути, планетарка. Вот. Как только чуть-чуть покапало, все, значит нормально. Значит, до конца уже забили. Сейчас будем заливать в нагнетатель и нагнетать. В RX немножко по-другому сделано, короче. Здесь у нас идет сливная пробка здесь.
Здесь контрольная пробка. А заливная, она вообще с другой стороны, короче, идет. Сейчас скажу. Короче, она вот здесь вот. Вон она. Заливная пробка. Короче, как-то так сделали. Немножко по-дурацки. Ну ладно. Неудобно чуть-чуть. По идее, колесо надо снимать, но я так открутил. Так вот, короче, заходит туда масло. Все, в планетарке масло поменял. Пробки все закрутил. Теперь приступаем к замене масла в заднем редукторе. Так, здесь, наверное, вообще трэш, хотя не особо. А вот заливная, вот сливная. 2 пробки. Тут вообще все легко. Если есть подъемник, вообще по кайфу. Сейчас будем сливать с этого редуктора масло. Ну и как я говорил, прежде чем откручивать эти пробки, их надо хорошенечко почистить. Вот там очень много грязи. Вот так вот отвертку берем, чистим, чтобы шестигранник наш нормально зацеплялся. Грани все почистить. А тут очень много грязи, потому что редуктор задний. Ездишь, везде грязи много. Поэтому все надо хорошенечко промыть. Вот так вот. А лучше ВДшкой. ВДшкой тоже можно. Я не стану. У меня гайковерт сейчас свернет вообще за раз-два. Раз и все. Откручиваем сначала. Открутим заливную пробку. Вот так вот. То есть сливную. Оп, все, пошла. Отлично. Но мы ее пока откручивать не будем, потому что нам надо сначала вот эту открутить. Заливную. Потому что бывают нюансы. Если не пойдет, то мы встряли. Ну, сольем масло, а залить не сможем. Все, пробка пошла. Так, одна у нас есть. Сейчас вторая. Стоять. Все, с редуктора тоже масло сливаем. В редукторе, наверное, вообще не меняли масло по-любому. А такое же темное. Будем заливать свеженькое. Что касается объемов масла, в RX у меня залетело сюда у меня залетело где-то в районе 4-4,5 литра. Где-то примерно так. Задний редуктор должно быть литра, наверное, 2, может 3. Сейчас посмотрим. Так, в начале ролика я говорил вам, что на этом автомобиле есть специальная система, которая делает подвеску жестче. Так вот, сейчас я вам ее покажу, как она выглядит, эта штучка. Так. Спереди у нас так. Сзади у нас есть вот такой вот торсион, который накручивается. И он электрический. Вот он подтягивает вот эти вот вещи. То есть он делает жестче, либо растягивает, либо натягивает вот эти вот, как они называются-то, линки. Вот он электромотор. Он электрический, к нему подходит вон. Вот такая вот тема. Фишка, все дела. Вот. Спереди он здесь так. Сзади он, то есть сзади он так. Спереди он тоже где-то должен быть. Но спереди, по-моему... Да, вот он. Так. Так, привод. Блядь, где же мы его видели? Систему КДСС эту. Или он только сзади... вон он. Электромотор этот, вон он находится. Если вот так смотреть, он где-то, короче, за вот этой вот броней. Вот он. Вот он находится. Подсветку не могу дать. К сожалению, аккумулятор садится. А так вот оно. Также линки натягивает он.
С помощью линок это все делается. Жестче или мягче подвеска. Вот так вот. Все, вот так вот прошло обслуживание. Поменяли масло в двигателе. Ну, масло еще сейчас залью. Масло в планетарной передаче, масло в редукторе в заднем. На RX это необходимо. Кто покупает автомобиль сразу с Японии, либо со вторичного рынка, неважно, сразу проводите вот такой вот комплекс полностью по замене всех фильтров, всех жидкостей. И будет вам счастье. Не думайте, что машину надо просто купить и на этом все. Она должна полностью обслужиться, а потом все надо делать по регламенту. Вот. Только тогда эти автомобили будут вас радовать, жить очень долго. Вот. А так, конечно, когда к ним плохое отношение, гибрид не нужен человеку, который не хочет его обслуживать, я считаю так. Ну, и обычная машина тоже не нужна, по сути. Потому что гибрид практически мало чем отличается от обычного автомобиля, только у него есть батарейка, силовая установка, чуть-чуть понавороченней. Все. Но обслуживать надо как и тот автомобиль, поэтому сейчас я залью масло в двигатель Molegrin. Движок у меня очень хорошо отмылся, прям вообще хорошо. И в принципе как бы на этом все. Вот она, премочка, Molegrinчик. Такое она маленькая, темненькая, с ПАО добавками. Сейчас буду заливать. Все. Ничего не бежит, ничего не течет. 4,5 литра входит в RX. Собрал, потому что больше заходит. По щупу сейчас половина, еще немножко подолью. Ну что, Lexus я своего обслужил, к зиме подготовил, поменял масло в двигателе с промывкой, в заднем редукторе и в коробке передач. Также немножко подутеплил его. Уже вырезал под него вот этот войлок. Вот этого в принципе будет достаточно, чтобы было тепло зимой. Мотор V6 очень теплый, поэтому здесь еще потом решеткой на днях займусь, утеплю с помощью этого негорючего брезента. Ну и все в принципе на этом. Ну и последний штрих. Вуаля, завел книжку. В книжке будет указываться все интервалы по замене. Вот масло Molegrin, интервал 5000. Также Toyota VS в коробке, в редукторе, в заднем заменено. Следующую буду менять на 116 через 30 тысяч километров. И в двигателе поменяю через 5000 километров, как-то так. В общем, ребята, обслуживайте свои автомобили правильно. С вами был Евгений, Гибрид-центр, Якутск. Суету не на виду, суету лага на кишку. По барабану накидала тамадам. Ты так из Парижа забежала в карнавал. Катит ЛС-300, можно террориста. Все девчата свистом залетают быстро. Капацы на районе смотрятся пиздато. Когда черный Lexus проезжает, все кричат пиздато. Это не в автомата. Толки атамана, это очередь из автомата. Толки выхлоп трассы, все на Фоксе. Это Приморье, мазафака. Катит ЛС-300, мода террориста. Все девчата свистом залетают быстро. Катит ЛС-300, мода террориста. Все девчата свистом залетают быстро. Катит ЛС-300, мода террориста. Все девчата свистом залетают быстро. Катит ЛС-300, мода террориста. Все девчата свистом залетают быстро. Катит ЛС-300.